Раз, раз, два, раз, два, три. Чё вам, наверное, кто-то присоединился? Двое уже. Напишите комментарий, кто вы, чем занимаетесь. Подождем еще до 5 человек и начнем разговор. Так, трое. В чате еще никто не написал. Пишите. Меня слышно хорошо? Так, 4. Отлично. Так, ставлю чё вам. Ждем еще одного и начинаем разговор. Вот сразу открыл тут. О чем будем говорить? Трое, кто-то уже вышел. Слышно, отлично, хорошо. Угу. Кто-то уже вышел, видимо, неинтересно. Ну ладно, ждем еще. Ага, Марокич написал. Ну привет, Костя. ЕГЭ прорешиваешь, но я сегодня тоже весь день сидел над этим ЕГЭ. И вот решил отдохнуть чуть-чуть. Подождите чуть-чуть, потерпите. Подождем еще 2 человек и начнем. Пока расскажите в комментариях, чем занимаетесь, как у вас дела. У меня, к примеру, отлично. Сегодня только после тренировки пришел. Стойку на руках изучаю. Ну, еще подтягиваюсь чуть-чуть. Там с другом. Так, 4 человек уже. Я только 2 вижу. Вот и 5. Ну что, мы начинаем тогда. Еще раз ставлю челом. Все меня знаете, но подписаны на канал, наверное. Потому что смотрите, кто-то вышел. Ну ладно. Так, и начинаем. Что обсудим? Подарок, который получил по почте из Вологды. Ну, вам, наверное, интересно всем, да? Не буду тянуть время, сразу покажу. Вот, короче, получил такой конвертик с такими марками. Сейчас, подождите, отвечу. Минутку. Написали, как смотреть в Ютубе. Так. В общем, вот такие марки мне прикрепили на конверт, который выслали посылку. Знак отличия Георгиевский крест и еще Берлинская операция. Ну, эти операции проходили во время Великой Отечественной войны. И эту посылку я получил с Вологды. И там была книга памяти детей войны, часть 1. Вот. Эту посылку мне отправил вот этот человек. Сейчас скажу, кто. Это был Шувалов Александр Николаевич. Он раньше, вот он, его портрет. Всем видно? Вот. Он раньше жил в Шлейвере, сейчас он проживает в Вологде. И вот когда писали статью про меня в российской газете, вот эту статью прочитал, то, что я занимаюсь краеведением, но снимаю про свой край. Сейчас не в розыске. Что? Ну ладно, сейчас потом отвечу на ваши вопросы. Пока скажу, кто такой Шувалов Александр Николаевич. Он сам родился в Костроме, тут написано, но его вторым родным городом стал город Печора, потому что он учился в речном училище и несколько лет даже ездил на вот на таком вот пароходе, не пароходе, ну на катере, в общем, ездил. Ракета называлась, пассажиров возил по реке Печора. И вот он выслал мне такие значки «Дети войны», книжку и еще свою книжку «Белая ночь Печора». Я ее чуть-чуть прочитал. Тут написано про все припечорские села, которые он проезжал, проплывал, проходил, если правильно, как у моряков принято говорить.
Вот такую посылку я получил. Мне было очень приятно получить такой подарок небольшой. Но тут про всех детей войны написано. Сейчас покажу. Это, скорее всего, из Вологодской области, которые дети войны. Вот. Но они родились в разных регионах нашей большой страны, России. Вот такую посылку я получил. Дальше идем. Что еще обсудим? А сейчас пока отвечу на ваши вопросы. А я не сдал ЕГЭ из-за того, что был в розыске. Сова. Привет, Сова. Ты же писал, хотел рэп сочинить. Ну давай, предлагай, на какую тему рэп сочиним. Будем сочинять. Простите за тавтологию. Так. Сейчас уже нет. А кто ты вообще такой? Я же не знаю даже про тебя. Ну, ты там фотографии не выкладываешь во ВКонтакте. Потом в личном сообщении напиши, познакомимся. Костя Марукич написал, как литература, Генрих. Ну, литературу я сдал. Потом скажу, когда ответы будут, через 12 дней. Одно задание не успел, 4 часа прошло. И не дописал сочинение. 17-е задание. Вот. Так, что еще вам забыл сказать? Вас уже 12. В общем, смотрите. Вот такой сертификат я буду разыгрывать в конце этого видео. Это сертификат от магазина Loctouch. Сертификат на 700 рублей на футболку из стильной коллекции Loctouch. И, в общем, условия простые. Чтобы получить этот сертификат, вам нужно написать любой комментарий со своим ID или же ссылкой во ВКонтакте. Знаете, под каким видео? Вот под тем видео, которое я выкладывал 3 дня назад или 2 дня назад, где говорил, что будет прямая трансляция. Вот. Туда, пожалуйста, пишите комментарии и получите этот сертификат в конце этого видео. Ну, кто-то, любой из вас. Участвуйте. Ладно, все, обратно ставлю. Еще раз сейчас отвечу на какие экзамены выбрал. Экзамены я выбрал литературу и русский. Обществознание тоже выбирал, но не готовился, поэтому написал заявление и отменил. А на каком языке? Ну вот смотри, Сова, ты на каком языке разговариваешь? Ты же русский, да? Коми не понимаешь? Если не понимаешь, то можно записать на русском языке. Если понимаешь, то можно коми. Что по окончанию школы планируешь делать? По окончанию школы я планирую подавать документ в вуз, но может еще и в колледж. Посмотрим, как пойдет. А так, лето отдохнуть, снимать видео, конечно же. Кстати, завтра выйдет видео про деревню Черноборская. Она находится в Вижемском районе. Там живет всего лишь 6 человек на постоянке. Вот. И посмотрите, оно выйдет, наверное, в 19:00 завтра. Интересно, там я побывал. Люди интересные живут. Так. Я вырос и таким, и таким. Ну, значит, ты на коми разговариваешь, да, Сова? Я к Сове сейчас обращаюсь. Если да, то давай напишем рэп на каком языке. Пока начинай писать, потом посмотрю. Так, качество контента. Вот. Хотел узнать, как вам нравится мое видео, стиль оформления видео. Может, что-то где-то изменить надо. Пишите тоже это в комментариях. С радостью посмотрю. Так. К этому вопросу вернемся потом. Ага, шапку на канале. В общем, вы видели шапку на канале, которая у меня? Сейчас я вот не могу включить демонстрацию экрана. Ну ладно, как-то сейчас. Так, не понимаю. Ладно, вы видели же, да, у меня шапку на канале? И вот пишите в комментариях, тоже вам она нравится. Что там изменить? Вместе сделаем, потому что у меня что-то потерялась фантазия или, ну, или что-то временно исчезло, не знаю, что туда добавить, что изменить. Посмотрите и напишите, что бы вы добавили, что изменили, и сделаю так же. Так,
Сейчас посмотрим. Привет, было бы интересно послушать в формате подкаста или видео о всяких коми-преданиях. Да, я об этом тоже думал, подкасты делать, но это такое сложное занятие. Нужно будет изучать другие программы. Ну, может, в будущем посмотрим. Вот прям такие подсушенные у бабушек. Ага. Такой формат был бы интересен. Можешь посмотреть в интернете подкаст. Жуть называется. А жуть, что ты слушал? Ну, не смотрел, конечно, слушал. Ага. Оставь только одно масштабное фото на баннере без склеек, но большими буквами. Да, я тоже так хотел. Но у меня же сначала было, то есть я просто стою с доской, и там написано «Я из Республики Коми». Вот это хотел просто оставить, и там оранжевый фон. И думаю, может, что-то добавить, и потом эти склейки сделал. Но мне тоже не очень понравилось. Вот так, и ты советуешь просто оставить буквами. Ну, нужно подумать тоже. То, из-за чего я не сдал ЕГЭ, заключается в хорошей фантазии и зависти моего директора. А, так ты сова... Ты сейчас 11 класс еще заканчиваешь, да? А, можно и в формате видео. Я сменил за это время рюкзак на чемодан. Чуть-чуть не понял тебя, ну ладно. Так, приступаем дальше. Стиль превью к видео. Да, еще хотел поговорить про превью. Ну, это аватарка видео получается, там, которая картина главная. Вот вы видео смотрите, и главная картина. Вот как она вам нравится, нет? Что писать, что убрать? Может, какой-то свой значок вести? Ну, вот тоже думаю, какой бы свой значок придумать. Логотип. Вот шрифт там вам нравится. Но я вот пишу одно слово, точка, еще одно слово по теме видео. И еще какое-то слово с прилагательными. Вам понятно, что будет происходить в этом видео? Вот по этому превью. Если нет, то давайте тоже вместе подумаем, чтобы писать, чтобы вам было понятно. Так, ЕГЭ сдают. Ну да, ЕГЭ сдают не только, да. ЕГЭ сдают еще и другие, еще можно сдавать в вузах. Ты, то есть, в вузе хотел сдавать, да? Self-made. Так, на этом рекламу просто показать учебник. Не знаю, ссылки можно ли, но это не реклама, просто показать о чем-то. Ага, понял. Обложку не более 2-3 слов. Ну, понял, да. У меня выходит, получается, 4 слова. Нужно еще одно слово убрать, и будет 3 слова, да? Получается. Хорошо, пишите. А вы уже оставили комментарий под видео, которое я запустил? Ну, где говорю про трансляцию. Сейчас я посмотрю. Оставляете вы комментарий или нет, чтобы выиграть этот сертификат. Так. Потому что мне почему-то уведомления не приходят. Мне еще интересно узнать, вы смотрите меня из Ижевского района все или по всей республике, может, кто-то вообще из России есть? Вот. Так, сейчас. Через какое приложение ведешь стрим? Стрим я веду обычно с Ютуба. Я из Сыкты, наверное, хотел написать человек. Понял. Из Сыктывкара, я там тоже учился в гимназии искусств. Закончил в этом году. Так. Так. Город Грозный. Ничего себе. Это же Грозный там, где военные действия шли, да? В 90-х. Правильно? Ссылка на Оксимирона и его музыку. Кстати, да, Сова, я что-то послушал у тебя музыку. У тебя какой-то свой стиль очень интересный, но не все слова понятно, нужно послушать 2 раза, 3 раза, чтобы понять, о чем ты хотел передать в своем рэпе. Вот так. Белочки писать в чате. Можно. Ага, все, подключились. Санкт-Петербург, Анапа, Сочи. Ну, еще вы напишите, о чем хотите узнать.
вопросы какие-то задавайте, и мы подойдем к другой теме. Ну, тут еще вот написал стиль превью. Так, книги по коми-литературе. Да, у меня тут подготовлены несколько книг. Что вам на РТС? Подождите, так. Хотел вам бы порекомендовать почитать. Вот. Это не все по коми-литературе только одна книга. Сейчас покажу. Вот. Эта книга по коми-литературе «Фараон» называется. Его написал Александр Шебырев. Тут получается несколько рассказов коротких. Ну, как сказать, коротких, на 10 страниц. На один присест можно прочитать. Тут они на злободневные темы. И вообще на моральные качества человека, на духовное развитие. Вот это «Фараон». Его можно взять в любых библиотеках Республики Коми, а также можно купить в магазине Ордым. Вот. Хорошего стрима, если нужна помощь с оформлением и логотипом, пиши. Могу. А, ты уходишь, что ли? Просто ставьте лайки, несложно, но очень нужно для алгоритмов Ютуба. Правильно говоришь? Да, поставьте лайки. Ладно, так, мы переходим дальше. Так. Книга «7 навыков высокоэффективных людей». Сейчас тут читаю. Она большая. Я ее начал где-то месяц или 2 месяца назад и никак не могу завершить, потому что экзамены начались. Вот, готовился к ним. Тут, в общем, рассказано про то, как изменить кардинально свое мышление, чтобы добиваться целей и вообще, чтобы в окружении, чтобы изменить отношение к тебе в окружении, в семье и с друзьями, все дела. Тут, в общем, полный этот алгоритм написан. Это, можно сказать, учебник для тех, кто хочет саморазвиваться. Всем советую прочитать. Ты все правильно делаешь. Главное мыслить. Думка. Спасибо. Спасибо. Да, пишите дальше. Так, отвечу на ваши вопросы, я написал. Так, вот тут в блокноте обозначил несколько вопросов, которые вы мне задали в течение дня. На них сейчас я отвечу. На коме скажу. Мыйвачна деревня Гожемын. Так, переведу. Что делать в деревне летом? Что мы делать в деревне летом? Ну, прежде всего, в деревне летом нужно отдыхать. А также сейчас при помощи интернета появилось много возможностей саморазвиваться. То есть смотреть всякие видеокурсы, да и не только курсы, просто в Ютубе есть же всякие умные видосики эти. Я часто их смотрю по бизнесу и не только, а про мотивацию, про то, как снимать, кстати. Вот. Но вообще в деревне свежий воздух. А, конечно, комары мешают. Ну, можно же антикомарином побрызгаться, а свежий воздух можно наслаждаться на природе, целыми днями гулять, отдыхать, набираться сил. Что еще делать в деревне летом? Помогать бабушкам пожилым, копать огород, картошку сажать. Вы, кстати, уже все картошку-то посадили, уже, наверное, окучиваете. Вот, что еще делать? Ну, надо подумать каждому, потому что деревни-то у нас у всех разные. Вот, найти какое-то занятие по душе и его делать. Что? Я вот люблю на велосипеде кататься, люблю на рыбалку ходить, когда в селе нахожусь. Вот и этими занимайтесь. Сейчас еще прочитаю вопросы. Так. Прикол, знаешь в чем? В том, что в 18 году я сказал знакомой, что записал альбом. Через полгода реально стал его записывать. Что я записал? Типа ты пошутил, что записал альбом, а потом начал записывать. Понял, так. Сразу вспоминаю песню именно так. Смотреть греха. Ты слышал про Лукойл? Про Лукойл? А что именно про Лукойл? Про Лукойл, наверное, все слышали в Республике Коми, да и не только. Это же бензин, топливо. А что там случилось что-то?
политикой интересуешься. Политику вообще не интересуюсь. Что-то не разбираюсь в этом и дальше не хочу разбираться. Ну, не знаю. Не тянет как-то. Так, ты Кычкарым? Да, мы Кычкарым. Куда мы сейчас? Куда Кычкарым? Ладно, дальше переходим. Так, как у вас началась творческая деятельность? Как вы подбираете темы? Спрашивает Галюсик Чупрова. Галюсик Чупрова. Галина Чупрова. Вот. Как у вас началась творческая деятельность? Ну, я это уже во всех интервью говорил, как началась. Но мне родители купили камеру, и я начал снимать. И так и началась творческая деятельность именно в Ютубе. А так я поступил в 5 классе в гимназии искусств на художника. Вот там начал и рисовать. То есть творчество приходило ко мне именно с 5 класса. Вот влогами начал заниматься совсем недавно, 2 года назад примерно. Вот про комикультуру начал снимать год назад. А как подбираете темы? Темы я подбираю, я даже этим не занимаюсь, подборкой тем. Просто вот приходит какая-то задумка, и сразу ее осуществляю. Ну, то есть по времени смотрю, по природе, по временам года. То есть зимой я снимал, как добираться до села зимой, что я делаю в селе зимой. И еще туда стараюсь не смешивать, ну, пускай будет смешивать. Стараюсь смешивать это с коми-культурой, рассказать про коми-народ, чем он занимается. И вот получается такое видео, ну, которое вы видите. Как подбираете тему. Ну, вот сейчас летом, к примеру, морожка начинает цвести. Тоже пошел на болото, снял. И вот, пожалуйста, готов влог, видео. Ну, то есть я конкретно тему не подбираю. То есть у меня, конечно, есть тут записан контент-план, что дальше буду снимать, что выкладывать. Вот. Но это не точный контент-план, потому что темы приходят у меня, могут каждый день прийти, и стараюсь их сразу реализовать. К примеру, вот недавно вышло видео на лодке. Кстати, Наталья Рочева, Комиморт. Привет, да. Это же вы просили заснять, как мы добираемся до Брикованска на лодке. И вот я ездил за аттестатом в город Сыктывкар. И когда приезжал в Брыкованск, то снял, как добираться на лодке. Вот. То есть эта тему я эту не носил у себя в голове полгода, как некоторые творцы делают, а она пришла спонтанно. Вот. Я, кстати, либерал, который не поддерживает Джорджа Флойда. А про Иргеншар, да, трек у тебя есть. Ну, тут написали, слышал, нет, про Ирген трек. Иргеншар — это у нас в Вижемском районе есть такое село или же деревня, я не знаю точно. Нет, не слышал, ты мне скинь в личном сообщении, я послушаю обязательно. Так, задавайте еще вопросы. Сейчас посмотрю, что вы написали в комментариях, чтобы выиграть сертификат. Так вы еще ничего не написали. Так. Пишите, чтобы выиграть этот сертификат. Напоминаю, что нужно написать любой комментарий со своим ID или ссылкой во ВКонтакте. И я в конце этой прямой трансляции при помощи рандомайзера разыграю. И кто-то может получить... Что вам на РТС? Благодарю, что подписываетесь на канал, смотрите видео, пишите положительные Вот это видео, кстати, комментарии, под которое надо писать. И вот лог Тача. Сертификат на 700 рублей на футболку из стильной коллекции лог Тача. Я это уже говорил. Пишите комментарии в том видео, обращение от коми-блогера. И выигрывайте этот сертификат. А в комментарии обязательно должен присутствовать ID во ВКонтакте. Так. От страницы во ВКонтакте. Чупрова Галина с вами еле разобралась. Что к чему? Чё вам буррыт? Чё вам? Да, буррыт рытыставун забуль бур. Енажис.
Кмертег. Тырнин ташем поводях извел. Вечер сегодня реально хороший. Небо без облаков. Сейчас я переведу у себя в голове на русский и скажу. Небо без облаков. Давно не было такой погоды. Вот что я сказал Чупровой Галине. Так. А темы-то ее закончились. Про что хотел говорить. Ладно, пишите комментарии под этим видео и разыграем сертификат. А также пишите в чате вопросы, на которые я отвечу. А не забывайте ставить лайки, кстати, да. А давайте еще раз поговорим на тему про обложку, которая у меня на канале. Молодец, очень интересно смотреть твои фильмы, особенно когда находишься далеко от... А вы где находитесь, если не секрет? Спасибо, вы меня замотивировали снимать дальше. Ну вот завтра выйдет новый видеоролик про деревню Черноборская. Деревня Черноборская из Ижевского района. Там живет всего лишь 6 человек. Вот. Смотрите. Хочешь прикол еще один? В СПБ я видел PUBG с айфонами и инструментами столовых. Интересно, интересно. Так, пишите вопросы, отвечу. Привет, Максим Дороженков. Не знаю, правильно сказал или неправильно. В общем, привет, да. Сейчас я открываю обложку, шапку, то есть на мой канал. Вы тоже, пожалуйста, откройте шапку и посмотрите, изменить. Ага, вот я стою с доской, и там написано «Я из Республики Коми». Вокруг фотографии из Республики Коми. Вот. Что можно там изменить? Я вот хочу просто оставить оранжевый фон, как было до этого. И мне тут предлагали написать какие-то слова, может, девиз. Кстати, девиз. Можно и девиз написать свой. Вот. И написать еще про то, про что я снимаю, чтобы было всем понятно, кто первый раз на канале. Вот. А что вы предлагаете? Город разнообразный, но в октябре хочется застрелиться, а в июне тусить на вписках. Ну да, я просто слушал про Питер, то, что он такой контрастный город. А сам я не был еще в Питере, и в Москве я тоже не был. Ну, то есть я был в Москве проездом, то есть пролетом. В общем, когда-то было дело, что я выиграл конкурс, российский конкурс, и мы полетели в Казань. Из Республики Коми нас было вроде бы 5 человек. И вот мы полетели в Казань на международный фестиваль. Там были народы, которые живут в разных уголках не республики, а России. То есть это были из Алтая, это были башкиры, это были якуты тоже. И вот мы с ними там знакомились. И знаете, что было интересно, то что нас расселили в 5-звездочный отель в Казани. Вот. Татарстан вроде бы назывался. Вот не помню точно. Вот. И мне поэтому город Казань понравился. Может, если бы я жил и в другом месте, может, и не понравился. А так еще он понравился со своим ландшафтом и архитектурой. Ну, кто бывал в Казани, может быть, знает, там улица Баумана. Там разные магазины есть. Ну, и не только магазины. А там, кстати, такой банк стоит большой. Вот. Там гулял, мне все это понравилось. И вот, мы летели на самолете до Москвы. Вот именно тогда я был в Москве. То есть во Внуково, вот, в аэропорту во Внуково. Вот. И с Внуково мы летели до Казани. И все это нам оплатила Казань. Ну, вот, Министерство Казани. Вот, это было интересно очень. Да, Татарстан, Казань, топ. Да, согласен. Акомиен или Рочен, Шорнитнесе, Кокниджик. А меном, конечно, Комиен Шорнитнесе, Кокниджик, мене Адженнат Куч, Парьяша, Рошнаскор Шорнита, топ Мыка, Кюэ топ Гарчеттеря.
Потому что я сейчас сказал, сейчас переведу на русский, я сейчас сказал то, что разговаривать мне на коми-языке легче, потому что я родился и сразу начал говорить на коми-языке. А потом уже, когда в школу пошел, извини, сейчас, потом уже, когда в школу пошел, изучил русский язык. И вот сейчас разговариваю на двух языках, поэтому мне лучше говорить и проще говорить на коми-языке. А у нас в Усинске есть татарская община. Интересно, интересно, да. В этом, в Сыктывкаре тоже есть Дом дружбы народов, и там тоже есть разные, не общины, конечно, а... Сейчас, подождите, кто-то там написал. Все. Не общины, а в Доме дружбы народов не общины, а разные народы, в общем, свои народности представляют. У них разные кабинеты. Вот, может, кто-то бывал в Доме дружбы народов? Владимир Трошев, Бурун. Так, Владимир Трошев, Бурун. Вот, все, нормально сказал. У меня иногда голос пропадает. Может, это из-за переходного возраста, но из-за подросткового возраста, когда голос ломается. Я не знаю почему. Меня на Сабантуе там выступала знакомая вокалистка. Да, Сабантуе слышал про этот праздник. Интересно. Неунотоп неудобно. Сейчас. Неунотоп неудобно. То есть мене кыны неудобные, кормишернита ручнёс, да? Ну, вермасовщина. Б респект или нет. Я даже об этом не буду размышлять, потому что я стараюсь в политику не лезть, мне это вообще не интересно. Поэтому не задавайте, пожалуйста, мне таких вопросов. Вот. Так, кто-то написал нет. Сейчас я еще посмотрю, вы пишете комментарии или нет, чтобы выиграть сертификат от Loctouch. Почему-то комментариев вроде бы до сих пор нет. Да, нет. Вы почему не пишете комментарии? Напишите что-нибудь. И оставьте ссылку со своего контакта. Так. Кстати, про что вам интересно бы было смотреть видео? Про что мне еще снимать? Чего вам нужно, РТС? Так, Благодарю, что подождите. подписываетесь на канал, смотрите видео, пишите положительные комментарии. Я это очень ценю. Хочу вас оповестить. Вот, про что вам интересно смотреть видео? Вот мне говорили, что нужно снимать про национальную кухню, про то, как готовят разные блюда. Ну, это уже все снято, вроде бы есть во ВКонтакте, поэтому что-то у других брать особо не... О том, что на моем канале состоится первая прямая трансляция. Неохота особо у других брать. 19... Вот, поэтому... Про что еще интересно снимать? Вот мне еще писали, что про про вот эти узоры интересно было бы узнать. Вот помните, я недавно в видео рассказывал, что на шапке у меня изображено солнце. Вот шапка от магазина Югодарт, которая. Вот рассказывать, что там изображено, почему так изображали коми. А еще про что интересно вам было бы посмотреть. Вот так. Хе-хе, привет. У меня нет ВК. Про язык интересно. Ижма Антон Жарже? Ижман, наверное, Жарже. Мианастан Ветыманкивым. Сейчас, извините. У нас здесь 50 километров до Ижмы, если по прямикам идти. Тут раньше была дорога по лесу. Сейчас нету дороги. Ну, там, говорят, какой-то памятник стоит, что ли. Сам еще не видел. Кстати, интересно посмотреть было там. Пройти этими тропами, где походили мои предки раньше. И снять все это. Вам бы было интересно это посмотреть? Герри, когда будешь фильм снимать? Искал же колодец или я пропустил? Да, вот ждал ваш комментарий про поводу фильма. Беркут. Мы хотели снимать фильм Беркут. Это рассказ. Называется Кудж по коми языку. Если на коми языке Кудж. Это написала писатель
писательница или писатель, как правильно, писатель Республики Коми Елена Евгеньевна Афанасьева. Вот, я читал это произведение, мне очень понравилось. И вот хотел снимать фильм. Но из-за пандемии, скорее всего, мы не будем в этом году снимать, потому что мне не хочется подставлять актеров, чтобы они заболели. Да еще там финансовые проблемы вышли. Может быть, в следующем году мы будем снимать. Да, колодец мы нашли с журавлем. Это находится в селе Мохче Ижемского района. А так мы хотели еще снимать в Вудере, на Вудерском районе, вроде бы в Вашгарте, а вроде бы не в Вашгарте. Вот, но в этом году пока не будем, к сожалению. Надо снимать про ваших народных композиторов и коллективов. Да, интересно бы было. И да, я хочу снимать, начать про коллективы разные. Вот, я же сейчас недавно снял про Семяшкина Степана Норовича, который живет у нас в Брыкованске. Вот, как вам его песни? Мне вот очень нравятся, душевные, часто слушаю. А, так бы, да, конечно, снимал, но сейчас из-за коронавируса выезды пока отменяются. У нас в Вижме вроде бы тоже закрыли терапию. Ну, из-за того, что там болеют много. В общем, ладно, так. У меня в планах микстейп попсовая пишка. Так, сейчас. Сейчас. Ага. А еще хорошо про приметы и обычаи. Да, про приметы это хорошо. Еще я хотел снимать про... Не снимать, а... То есть видео вставлять поговорки у коми народа. Вот мне недавно подарили книгу. Мне недавно подарили книгу «Поговорки и пословицы коми народа». Вот очень интересно. Может, это буду вставлять в видео. Ну, посмотрим. Еще хорошо про так, Ижимцев. Ваню Хама слушал, он из Устильмы рэпер. Ваня Хам. Нет, не слышал. Да, я согласна про композиторов, поэтов, самодельных авторов, про них тоже можно снимать. Мгм. А вообще вы не знаете, кто-то еще снимает так в Ютубе в Республике Коми, но из подростков, может, не из подростков, но, в общем, молодежь кто-то снимает из других районов. Я вот никого не видел, но неохота смотреть вот такие фильмы. Если кто-то будет снимать в другом районе в Республике Коми, то это бы было очень интересно. А откуда и сама писательница, она ведь с Вашгорода? Да. Елена Евгеньевна Афанасьева, она с Вашгорода. А, твой последний хорошее начало. Где колодец, скажи, аж координаты. Петровну слушал. Где колодец, скажи, аж координаты. У Генриетты Петровны. У Генриетты Петровны Чупрога. У нее отличная песня. У Генриетты Петровны. Что-то слышал, Генриетта Петровна, но песню не помню. Вы мне скиньте, пожалуйста, в личных комментариях. Ой, не комментариях, в личных сообщениях. Я посмотрю. Why Game to Know. Респект, послушай, еще есть там треков. Про треки. Пожалуйста. Андрей Малыгин. Да, привет, Андрей. Пишешь хорошие комментарии, видел. А что там пишешь? Так. Удалил сообщение. Ну ладно тогда. Сейчас еще раз посмотрю комментарии. Кто хочет выиграть сертификат от магазина Воктача. Что вы, никто не хотите выиграть сертификат от магазина Воктача? Не пишите комментарии. Напоминаю то, что комментарии надо написать видео обращение от коми-блогера. Тут не пишут почему-то. Странно. Я бы написал и выиграл бы. Куда писать-то? Под какое видео? Вот. Под какое видео? Я уже много раз это говорил, пока идет стрим. Обращение от коми-блогера. Когда стрим. Вот так называется видео. Это самое последнее видео на моем канале. Так, я написал уже. Сейчас я обновлю, посмотрю. Что-то мне не видно. Только обновляется пока.
Меня смотрят постоянно 15 человек сейчас. Выходят, заходят. Интересно, кто меня смотрит? Кто-то есть в Бракованск? Напишите. Я написал уже. Сейчас, погодите чуть-чуть, посмотрю. Что там? Кстати, вы спортом занимаетесь? Вообще, кто там пишет комментарии? Да, у меня завтра экзамен, Данил Филиппов, привет. Вы спортом кто-то занимаетесь? Вот, может, кто-то турники любит или железо поднимать? Да, есть. Вот, 6 комментариев. Так, сейчас посмотрю. Так, удачи на избранном пути. Угу. Принимается. Ни слова о политике. Да, так и есть. Два комментария уже есть. Бегом качалочка. Бегом качалочка. Что это значит? Это значит, что ты занимаешься в качалке. Правильно? Так. Тут вопросов тоже нет. Смотрим, молодец. Да, бегаем. Чупрова Галина. Ага. Бегаете. Сколько километров в день? Я вот раньше тоже бегал, сейчас пока не бегаю. На скакалке прыгаю и другими делами занимаюсь по спорту. На турниках воркаутом сейчас занимаюсь особенно. Стойку на руках стараюсь держать побольше и флажок изучаю. Еще выходы на 2. Но они у меня то получаются, то нет. На уличной администрации одного питерского района. Респект. 5 км. 5 км, молодец. 5 км каждый день. Это неплохой результат. Я вот бегал только 2 километра каждый день. Вот у меня есть видео, где я принял от Игоря Войтенко челлендж Road Dream 71. Вот там бегал 2 километра каждый день. Много стараюсь не бегать, потому что мне мышцы нужны. А если много бегать, то они сжигаются почему-то. Раньше, потому что тоже бегал, когда я еще был толстенький такой, пухленький, вот тогда бегал, все мышцы сжег, жир тоже, но мышцы сжег. Вот такой плохой результат вышел. Я в тундру ездил, оленей снимать. В тундру ездил, оленей снимать. В тундру еще не ездил. В детстве мечтал вообще работать в тундре, а пока что-то мечты у меня эти угасли, что ли, или изменились на другие мечты. А так можно, конечно, ездить, чисто поснимать. А так работать в тундре что-то особо не хочется. Там тяжело, очень тяжело. Физически нужно много трудиться. Я вот уже уважаю всех, кто... Буррит Генрих оставила комментарий. Аня Артеева оставила комментарий, но она оставила во ВКонтакте. А нужно бы оставить в Ютубе, а не во ВКонтакте. Поэтому еще не поздно. Оставляйте в Ютубе. Про тундру. Я, в общем, уважаю всех, кто работал в тундре или работает сейчас в тундре, потому что это реально тяжело. У меня дядя сам там работал очень долгое время. Может, видели видео. Выкладывал на страницу во ВКонтакте. Кстати, 15 тысяч просмотров набрало. Это неплохой результат. Так, Игорь Войтенко, респект, хоть он и не 50. Я не знаю, Игоря Войтенко я уважаю, потому что он меня изменил, можно сказать. Но его видео меня изменили, потому что я смотрел, мотивировался. Донаты тебе надо будет присылать? Донаты я не открывал, но рад буду, если вы пришлете. У меня там, извините, голос опять начал пропадать. Донаты я не особо не прошу, но у меня есть карта. Это кто там пролетел, вы видели? Ну ладно. Доната особо не прошу, но у меня оставлена карта в описании канала. Можете скидывать, если хотите. Вот.
это все пойдет на развитие моего канала. Кстати, в Черноборскую я ездил тоже благодаря вам. Но часть моего путешествия оплатил то, что вы мне скинули на карту. А другую часть я заработал сам. Но я сейчас на фрилансе. Иногда там подзарабатываю чуть-чуть. У меня я 44 года работал бригадиром в тундре. 44 года бригадиром в тундре был. Ага. Круто, круто, 44 года. Вот я живу 17 лет полных, а он, считайте, 44 года был только бригадиром. Если задуматься, то можно посидеть. Стал как мотивированный тип. Это ты про меня? Ну да. Стал как мотивированный тип, можно сказать так. Через компьютер фрилансишь. Да, через компьютер. Вот заказы принимаю. Вот дизайн делаю. Шапки, превью. Вот сейчас недавно еще прошел курс менеджера YouTube. Вот, но пока там не работаю. Почему-то всем блогерам, и даже не блогерам, а менеджеры YouTube пока не нужны. То ли канал еще развивается, то ли они уже сами шарят в YouTube, и просто нет необходимости. А так, да, делаю дизайн шапок, превью, и вот такими творческими... Сейчас, подождите. Вот таким творчеством, в общем, я занимаюсь. Да, интересно будет посмотреть. А про тундру, да, будет интересно посмотреть. Но туда тоже надо ехать. Надо подумать. Сейчас, наверное, там меня не будут рады видеть, потому что все остерегаются коронавируса. И, может, в тундре тоже. Хотя, не знаю. Вот. Кстати, про Черноборскую завтра выйдет видео. Там никто не боялся, что я приехал туда с коронавирусом. Это очень радует, потому что сейчас, мне кажется, то, что все берегут себя. Ну, в общем, отошли с темы. Дальше. Я смогч. Будем ждать. А что будете ждать? Видео про Черноборскую? Я сам жду, когда выйдет. Но главное, что заказы есть. Ну, заказы есть, но их тоже немного. Ну, есть. А через какую программу делаешь превью? Я работаю в фотошопе, как и все, наверное, в фотошопе работают. Но у меня компьютер-то, он такой старенький. Он очень сильно лагает иногда, когда особенно память переполнена. Вот, например, сейчас. Вы не удивляйтесь, если завтра видео про Черноборскую вдруг такое случится. Не дай бог, конечно, что не выйдет. Вдруг у меня компьютер полетит. В общем, он лагает, а видео про Черноборскую я сделал черновой вариант. Вот, проверил, и там то, что надо было исправить, исправил. И то, что исправил, еще не экспортировал. То есть на компьютер не сохранил. И вот сейчас после стрима буду сохранять. Если все хорошо пройдет, то завтра в 7 часов выйдет это видео. Если нет, то на другой неделе, то все равно выйдет черновой вариант. Вот такие дела. На чем рендеришь? Ну вот, я изучаю Premiere Pro, программу Premiere Pro, но видео там не делаю. Куда там? У вас эти штуки дома тоже летают? Сейчас покажу. Липун называется по коми, а по-русски я не знаю, кто это такие. В общем, не нашел. Я, короче, изучаю Premiere Pro, а так я видео монтирую в программе Filmora, да. Ну, это тоже платная программа. Вот, но она для новичков, она не профессиональная программа. А почему я там монтирую? Потому что у меня, я, как уже говорил, комп старый, чтобы он не полетел. Потому что Premiere Pro, он очень сильно загружает комп. Смотрел фильм, да, Балабанова. Я могу даже обсудить эту тему про Балабанова. Я посмотрел фильм «Груз-200», смотрел фильм, еще какой-то фильм смотрел. Сейчас помню. Кочегара вроде бы, да, Кочегара смотрел. Потом, конечно же, «Брата», 2 части.
и еще другие фильмы, которые я уже не помню, какие смотрел. Вот. Какую музыку слушаешь? Я слушаю музыку. Ну, вот то, что находится в чарте во ВКонтакте, но не все, конечно, с матами не слушаю, рэп не слушаю, которые с матами. Вот. А так слушаю, сейчас скажу, Фогель. Фогеля слушаю, да. Потом слушаю старую музыку, к примеру, Марк Бернес. Потом этот Булат Акуджава и под его стихи, которые барды-то есть. Вот их слушаю. Но это мне по литературе надо было. Поэтому послушал, мне понравилось. Груз 206, но я его смотрел на 8 марта. Странно, что ты его смотрел на 8 марта. Ну, как привело, так и посмотрел. Да, груз 200 это жесть. Кто не смотрел, не буду спойлерить. Посмотрите. Потом можно будет как-нибудь выйти еще и обсудить этот фильм. Я вообще люблю фильмы смотреть, поэтому могу с вами обсудить об этом. Своих треков. Ну, молодец, не матерись. Ага, у меня схема по его трекам была. Ага. Да, он хорошо подбирает музыку, особенно в «Братьях». Да, круто. Ладно, не буду об этом задумываться, потому что нужно вести прямую трансляцию, правильно? Сколько мне уже тут написали комментариев? Скоро я завершу уже прямую трансляцию, подведу розыгрыш, потому что уже вечер, нужно выйти погулять, скорее всего, и подготовиться чуть-чуть еще к экзаменам, потому что завтра у меня экзамен будет. В 10:30 сказали подойти в школу. Будем писать русский. Русский у нас проходит 3,5 часа. Вот, кто завтра тоже будет писать экзамен, то удачи вам желаю. О, 9 комментариев, отлично. Розыгрыш, значит, будет. Давайте еще подождем до 10-го комментария. И все. Так, у меня что-то софтбокс начал чуть-чуть тупить. Ну ладно. Удачи несу о политике. Навзничь спешится ничком. Вы держитесь бодрячком. Круто, круто. Вот. Чего вам нужно, Артяс? Ой, Благодарю, опять что это видео подписываетесь на включилось. канал. А почему, вот кто это написал, этот комментарий, Назнич, спешится ничком, вы держитесь бодрячком? Почему вы не оставили ID во ВКонтакте? Как я вас потом найду, если вы выиграете? Ирина Бушева. Молодец, так держать, снимаю новые видео, мы с удовольствием посмотрим. Ждем следующего выпуска Чупрова Галюси Пухта. Желаю хорошего роста и много подписчиков. Ты делаешь большую работу. Спасибо тебе. Вот, вы написали, конечно, комментарий, но без ID. Ладно, пусть будет без ID. Вы мне напишите, если вдруг вы выиграете, те, кто оставили без ID, напишите в личные сообщения во ВКонтакте, и я вам вышлю фотографию этого сертификата. Ой, вот. Вот этого сертификата фотографию вышлю и напишу, куда вам надо его будет отправлять, чтобы получить свою заветную футболку. А что за картина у тебя на заднем фоне? Вот, хороший вопрос. Спасибо. Молодец, удачи тебе. Спасибо, Иван Рочев. Удачи на экзамене. Спасибо. Как тебе что делает Эмилия? Как тебе то, что делает Эмилия Бартенкова? Так, давайте не об этом. Что за картина у тебя на заднем фоне? На заднем фоне это моя картина. Я ее нарисовал сам, когда учился на художественном отделении гимназии искусств. Эта картина выполнена в технике батик с воском. Тут изображена куница, которая сидит на ветке. И вот коми-узоры. Вот это вроде бы рога оленя, да? Или это оленевод? Нет, это рога оленя. Вот мне очень нравится самому эта картина, я ее купил. Представляете, я ее сам нарисовал и сам же эту картину купил. То есть мы там рисовали, и эти картины у нас продавали в гимназии. И я ее взял за 650 рублей купил. Вот, повесил, висит. А вам нравится, да? Мне вот очень нравится.
Что такое ID? ID это, как вам объяснить? ID это получается типа ссылки во ВКонтакте. Но это не ссылка, а это трек номер. Ой, не трек номер, а это номер, по которому ВКонтакт определяет вашу страницу. Слово куница. Ну, можно, да. У кого как фантазия работает, тот так и воспринимает. Ладно, скажу, что это Соболь. Соболь уже никак не воспринимать по-другому. А если я выиграл, то футболка, мы его возьмем, как будет она всех размеров. Да. Футболка, она будет всех размеров. Вроде бы. Нужно уточнить. Захар Немченко. О, привет, Захар. Захар это мой брат из Сыктывкара. Как дела в Бракованске? В Бракованске все отлично. Когда собираешься в гости? Мы тебя все ждем. В Бракованске сейчас цветет или уже может есть морожка. Можно собирать на болоте морожку. Щука ловилась недавно, но сейчас она перестала, потому что, скорее всего, зубы заросли мясом. Ну, у нее жил активный. И каждый месяц, в конце каждого месяца у щуки зубы зарастают мясом. Потом она чистится и снова будет ловиться. Мы с друзьями часто ходим, ловим рыбу. Вот, щуку там можно ловить, говорят. Но мы же не на сеть, мы на удочку. Поэтому можно. Не зря Панчи в Твиттер писал Игнатьева Оксимирона. Хорошо. Морожка самый сок. Да. Морожка это вкусно. У меня тоже есть видео про морожку, как мы ее собираем. И как мы делаем сироп морожки. Тоже есть видео. Приеду, как только смогу. Хорошо, ждем тебя, Захар. Так, 9 комментариев пока что на видео. Сейчас посмотрим. Вы вообще рыбу любите ловить? Напишите в комментариях. А то я слышал то, что не все любят рыбу ловить. Странно, почему так происходит. Вроде бы сам процесс рыбалки это... Что вам на РТС? Ой, Благодарю, что подписываетесь на канал, смотрите видео. Вроде бы сам процесс рыбалки это такой душевный процесс. Расслабляешься на рыбалке. И я думаю, каждому должно нравиться. Ну, не знаю. Да, очень нравится картина. Молодец, удачи, чувак. Я собирал малину, ждал время, пил и... Типа пьяный. Я собирал малину, ждал время, пил и прикалывал. Типа пьяный. Прям страсти нет. К самой ловле прям страсти нет. Ну да, кому как. Вот я с детства хожу на рыбалку, поэтому люблю рыбачить, у меня страсть к ней есть, да. Стерлин 0,4 метра, недавно поймал, весь не мерял. Круто, стерлядя я не ловил еще. А какое видео? А под какое видео писать? Иван Рочев. Ваня, привет. Так, под какое видео? Обращение от коми-блогера под это видео написать. Тут еще 9 комментариев. Мы ждем 10-й комментарий. И я сделаю розыгрыш. У нас в репе единственная рыба – это лещ. Лещ. Сейчас дам леща. Да, но не ёрш. Так ершей тоже интересно ловить. Особенно, когда лед пойдет, река очистится, то тогда у нас на Печоре только ерши ловятся. Сидишь, ловишь, хотя и такая маленькая рыба, но все равно приятно. Кстати, да, я недавно поймал щуку на 3 килограмма, вытянул. И вообще тоже было интересно. Я долго за ней охотился на самом деле. Кто-то, может, скажет, что щука на 3 килограмма – это мелочь. Но это мой трофей пока что. Да, некоторые, я слышал, что ловят по 10 килограмм, по 11. Ну, не знаю. У нас, может, такие даже не водятся, хотя на Печоре всякая рыба есть. Ну, редко кто ловит такие рыбы. Да. О, поздравляю, вы меня уже смотрите целый час. Да, сейчас 8 часов. Трансляция началась в 7. Кто же меня смотрит? 12 человек. Мало, конечно, мало. Но зато все свои, да ведь.
пишите комментарии. Че вам нужно, РТС? Благодарю, что Опять подписываетесь это на видео, канал, всё. смотрите видео, пишите положительные комментарии. Сейчас отвечу, там с ночевкой ходишь, нет? Было написано. Так. Кто-то написал, нет, комментарий. А с ночевкой я не хожу, мне как-то не нравится это. Я ночью люблю спать, а не рыбачить. Вот. Иногда ходил, не особо понравилось. Я люблю спортивную рыбалку, можно сказать, когда по берегу идешь, блёст накидаешь, много, конечно, теряешь, а в коряге зацепляется. Вот эту рыбалку люблю. А так, ночную нет, не очень. О, 10-й комментарий появился. Отлично. Это, наверное, от Ивана Рочева, да ведь? Так. Сейчас посмотрим. Удачи на экзаменах. Да, от Ивана Рочева. Ну что, делаем розыгрыш. Я, конечно, не могу сделать запись экрана. Еще не разобрался в этом. Вот, как считаете, без записи экрана делать? Вот у меня рандомайзер здесь открыт, но вы его, к сожалению, не видите. Сделать без записи экрана? Вы мне поверите, то, что я не подставляю никого? Ну, то есть разыгрываю все честно. Может, по городам РК съездить, снимать видео? Да, по городам РК тоже можно. Запись экрана, студию скачай. Нет. Она-то, эта студия-то есть у меня, но запись экрана, то есть вам сейчас не будет показываться. Поверим. Ну ладно. Хорошо. Раз верите, то верите. Я, правда, не обманываю. Сейчас ссылку от YouTube. Ну, конечно, будет пропадать. Целый час разговаривать. Сейчас поставлю. Так. Все, уже начинается анализ комментариев. Доверяем. Я верю. Доверяем без записи. Хорошо. Так. Что-то долго этот анализ проходит. Ну ладно, подождем чуть-чуть. Мы же никуда не торопимся, правильно? Кстати, вы каким-то, может, искусством тоже занимаетесь? Я вот люблю рисовать. Вот картина. Тому подтверждение. Особенно я, когда учился в гимназии искусств, любил живопись. Вот Савата пишет треки, рэп пишет, тоже искусство. А кто еще чем занимается? Может, кто-то владеет искусством делать деньги? Ладно, я пошутил. Но это тоже, конечно, искусство. А с одногруппниками книгу вот написали. О, интересно. А про что книга? Может, прочитать? Где ее можно будет прочитать? Я тоже люблю читать. Кстати, в ближайшее время, ой, не в ближайшее время, а как-то тоже планирую написать книгу про, ну вот, про рассказы, которые слышал от своих земляков. Будет бы интересно, дайте прочитать. Сейчас я открою, наверное, другой сайт, потому что этот сайт очень долго грузит. Скорее всего, это там сам сайт тупит, а не дело в интернете. А много работ. А много работ. То есть я нарисовал много работ. Да, достаточно. Я же учился 5 лет на художника и там нарисовал где-то больше 100 по-любому. Но мы когда на ПНР ездили, ПНР это по разным городам. Мы, художники ездят по разным городам, на природе рисуют. И вот мы ездили на ПНР, ездили в Великий Устюг, ездили в Ярославль, ездили в Переславль-Залесский. И вот там рисовал. Там мы делали где-то 50 работ в каждом городе. Ну, это такие наброски, этюды.
Сатирический роман про начало 20 века. Улучшим ее красиво в документ сделаем, а потом опубликуем уже. Ну, да, можно. Сатирический роман про начало 20 века. Булгаков. Ну ладно. Я люблю по заброшкам ходить. Не очень полезное занятие. Ну да, по заброшкам, конечно, не очень полезное занятие, но плюсы есть везде. Например, в заброшках можно найти очень интересные вещи. Правильно? Вы, может, что-то тоже находили, когда ходили? Я 4 на аккордеоне. На аккордеоне, да, интересно. Я, кстати, тоже гармошку изучаю. И гитару. Но гитару пока оставил, потому что экзамены. А вот гармошку сейчас недавно изучал. В ополе береза научился играть. Так, все, генерирую. Возникла ошибка, пишет. А все генерируется. Так. В его смогу истории рассказать про свою жизнь, которую ты услышишь от 9-классников. Да, пиши. Мне вообще интересно общаться с людьми. В переписке и даже не в переписке, лично. Много что нового узнаешь. Да и бывает такое, что смотришь на человека, какой-то такой подозрительный тип, поразговариваешь, и уже совсем другой человек тебе предстает. Интересный, забавный. И в жизни много что видал. Но это не ко всем, конечно. Все равно. Так. Сейчас подождите. Что-то у меня тут с этим рандомайзером большие проблемы. Уже 3-й сайт открываю. И все, нету толка. Типа разрыв шаблона. Синдром поезда, это я называю. Так, сейчас. Вы пишите комментарии, может, еще какие-то есть вопросы, на все отвечу, пока это грузится рандомайзер. Странно. Только если старые швейные машинки. И что? И старые швейные машинки, это тоже интересно. Зингер, например. У меня вот дома тоже есть Зингер. Мы на нем до сих пор шьем. Может, почему бы и нет, если работает? Конечно, у нас тоже есть этот с педалькой такой автомат. Ой, автомат. Такая машина. Автомат, да? Автомат вроде бы называется. На педаль нажимаешь и шьешь. Вот. О! Вы представляете, кто выиграл? Напишите в комментариях, кто считаете, кто выиграл. Финку надо поехать. Да, Финляндию надо поехать. Финляндию это очень интересно. Финляндию мечтаю ехать. Ну вот, напишите в комментариях, кто выиграл. Я вот уже знаю, кто выиграл, потому что рандомайзер показал. Сейчас сделаю даже скриншот. Во. Все, скриншот сделан. Не знаю. Сова, по-любому. Да, пожалуйста. Дима, пожалуйста. Да. Сова выиграл. Молодец, поздравляю. Я тебе тогда личным сообщением отправлю. А почему вы думаете... почему вы... думаете, что сова по-любому выиграл? Андрей Малогин, не обижайся, если что. Я знаю, что ты очень сильно хотел выиграть сертификат. Будут еще множество розыгрышев, поэтому участвуй и обязательно когда-нибудь да выиграешь. Ну а вот этот сертификат я отправляю сове. Вот.
Такие дела. Еще какие-то есть вопросы? Вам вообще не понравился этот стрим? Да, я знаю, то, что у меня речь страдает, но я потихоньку поправляюсь. Кстати, Сова, мы даже с тобой рэп-то не написали. Может, сделаем как-нибудь еще прямую трансляцию и напишем рэп на каком языке или же на русском? Почему бы и нет? Стрим норм. Ну да, хорошо. А есть филиал этого магаза в СПБ? Нет, это же магазин-то только что открылся. То есть даже это не магазин, это бренд. Это бренд, который работает в магазине Орден. Вот у моей знакомой этот бренд Локтача, он только недавно открылся и вроде бы заказы принимают через интернет. Поэтому зачем филиал? А может и надо, я не знаю. Увидел друга, понравился, все ок. Спасибо большое, то, что вам все понравилось. Буду работать над своей речью и как-нибудь еще раз сделаю такую прямую трансляцию. На разные тематики будем выходить. Вот интересно разговаривать про литературу, вот, к примеру, про про эту книгу Александра Шебырева «Фараон». Может, обсудим как-нибудь их рассказы, сделаем анализ небольшой. Почему бы и нет? Не рэп, а просто что-то полегче. Ну да, на коме можно и что-то полегче, какую-то песню сочинить. Угу. Можно. Ну, в общем, с вами со всеми прощаюсь. Ой, не прощаюсь, а просто говорю до свидания. Всем пока. Я завершаю прямую трансляцию. Благодарю всем, кто подписан на мой канал, кто смотрит мои видео, поддерживает. Всем удачи. Завтра буду писать экзамен, поэтому сейчас пошел готовиться. А что там сейчас? Это сейчас. Фараоне это рассказы. Рассказы на всякие темы, моральные особенно темы, про духовные темы от Александра Шебрина. Допустим, давайте только... Да, давайте, да. Можете взять у вас в библиотеке, если у вас библиотека работает. Ну все, короче. Все, давайте. До свидания. Завтра смотрите видео про Черноборскую, если компьютер не полетит. А он, надеюсь, не полетит. Что, финальная фраза, да, нужна? Бомбим. Давай в этом месяце еще одну трансляцию. Да, можно в этом месяце еще одну трансляцию. Все, давайте. Пока.